приуроченных ко дню рождения точки пения. Подскажите, пожалуйста, какая у меня слышимость? Хорошо ли вы меня слышите? Да, хорошо. Хорошо, Хорошо слышно. Ага, спасибо большое. И сейчас первое мероприятие, которое у нас стоит в серии экскурсия по парку высоких технологий IT-парк Якутск. И сегодня нам покажет изнутри, расскажет о том, чем занимается в IT-парке и что там делается Лилия Газизова, ведущий эксперт IT-парка. Лилия, приветствую, вам слово. Всем привет. Тоже проверка связи. Скажите, как меня слышно, видно? Лайк, хорошо, только вот включите, пожалуйста, камеру, да, все отлично. Это звонок поступил, извиняюсь. Ну все, мы начинаем, да? Да. Вам слово. Да, всем привет еще раз. Приветствуем вас в парке высоких технологий IT-парк Якутск. Это здание находится на проспекте Ленина 1. IT-парк здесь размещается с конца 2018 года, то есть скоро нам будет 2 года. Ну и давайте я переключусь на фронтальную камеру, чтобы показать, как здесь все выглядит. Это наша зона ресепшн, входная группа. Вот, здесь период пандемии всем меряют температуру на входе, выдают маски. Дальше на первом этаже у нас находится такая замечательная, очень крутая кофейня. Можно посидеть, обсудить какие-то деловые задачи, встретиться с партнерами. Вот, ну и кратко давайте, пока мы здесь находимся, расскажу вам об IT-парке. Значит, здесь у нас более 117 резидентов. Так, сейчас на себя переключу, секунду. Больше 117 резидентов, 64 удаленных резидента. Вот, получается, в этом здании наши резиденты сидят на 4 этажах, с 4 по 8. Вот, и сейчас мы, собственно, по ним пройдемся, покажу вам некоторые проекты, познакомлю с ребятами и расскажу попутно, чем мы здесь занимаемся, какие интересные, опять-таки, начинания, проекты есть у ребят. И если, конечно же, есть у вас какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, по ходу, в том числе и зрители Instagram. Вот, будем рады на них ответить. Собственно, сейчас нам надо будет подняться на лифте, поэтому связь может немножко пропасть. Да-да-да, я буду на подхвате. Как ведущий, да. Сразу буду рассказывать о том, что у нас будет дальше по программе. У нас сейчас команда будет подниматься на 4-й этаж. Да, мы в лифт. В лифт, и я буду с вами. Напоминаю о том, что у нас сегодня идет экскурсия по парку высоких технологий IT-парк Якутск, и мы изнутри смотрим, что там делается, какие проекты есть. И еще я от себя хочу добавить, то, что IT-парк создан при технопарке Якутия, да, и там функционируют они вместе, и цель, миссия организации, то, что поддержка инновационных прорывных проектов в плане того, чтобы там резиденты коммерциализируются, проекты создают, и начинаются движения, да, для того, чтобы у нас с вами быстрее произошло развитие. Для тех, кто только подключается, мы запоминаем, что у нас экскурсия, Лилия на связи, и в это время я вот немножко... Да. Вы можете задавать вопросы в чате, дорогие наши зрители, либо в инстаграм-канале «Точки кипения» сразу, и мы будем озвучивать. Семен, вы, если меня слышите, просьба сразу вопросы задавать Лилии, так, чтобы был ответ. Хорошо. Угу. Я отключаюсь. Так, ну все, я на связи. Хочу вам показать то, что здесь у нас дизайн здания выполнен в таком плане, что каждый этаж у нас обозначен определенной планетой Солнечной системы. Вот сейчас мы находимся на 4-м этаже, это у нас Марс. Вот. Ну и, собственно, здесь уже резиденты. Конечно, так как сейчас удаленка, пандемия, народу не очень много. И я вам еще хотела рассказать то, что у нас здесь
ну, статистику, да, цифр привести 2019 года. За этот период, за 1 год было создано нашими резидентами 130 рабочих мест. Всего здесь работников в этой сфере, конкретно резидентов IT-парка, более 600 человек, то есть 600 рабочих мест создано благодаря IT-парку. 31 миллион налогов было уплачено резидентами в прошлом году, и выручка 270 миллионов рублей, это тоже общая выручка за 2019 год. Вот. Сейчас мы с вами посетим IT-школу, достаточно известную в нашем городе, школу Алексея Илларионова. Вот пока мы идем, тоже можете посмотреть дизайн, концепт. Так, давайте-ка я сейчас отключаю наушники. Было слышно, ребят, тоже. Хорошо слышно? Да, мы вас хорошо слышим. Алексей, здравствуйте, мы к вам. Можно зайти, да? Так, это IT-школа Алексея Илларионова. У вас тут планерка была, видимо, да, какая-то? Мы вас прервали. Ага, все еще идет. Чуть-чуть расскажите, пожалуйста, про школу, чем занимаетесь, какие новости у вас. Мы обучаем подростков программированию и компьютерной графике. Наши занятия идут 2 года, и занятия идут 3 раза в неделю по 60 минут. Мы сейчас из-за пандемии перешли в онлайн полностью. Скорее всего, после того, как все закончится, также останемся в онлайне. Сколько учеников? В этом году у нас учеников меньше, 240. И все онлайн? Да, все онлайн. Получается, вы по всей республике, да, обучаете? Да, у нас есть ребята из деревень, но более того, мы в этом году начали выходить, ну, то есть из-за того, что мы перешли в онлайн, мы начали искать учеников с России в тестовом режиме, и у нас сейчас есть несколько ребят из Москвы, Петербурга и Новосибирска. Интересно. А сколько всего преподавателей работает у вас? 10. Да, 10. По окончании обучения есть ли ребята, которые уже достигли каких-то успехов или, может, куда-то трудоустроились? Да, у нас мы это как бы не очень сильно любим афишировать, потому что это такая единичная история, но у нас есть ребята, которые, там, допустим, сейчас делают разработку игры Жипто Садо по заказу Арсена Томского. Там Классно. большой такой проект, его реализуют. Ну, также несколько других ребят тоже. Они прям делают уже какие-то свои стартапы, какие-то свои там штуки. Классно. А со скольки лет вы берете? С 7-го класса. А как можно к вам записаться? У нас пока что прием закончен, откроется ближе к декабрю, в конце ноября. То есть по полугодиям, да? Вы в сентябре и в декабре? В сентябре и в январе начинаются новые запуски. Хорошо. А как-то через сайт или через Инстаграм? Да, сайт, на нашем сайте будет форма. Какой сайт? Просто IT-школа Илларионова. Ну, классно. Спасибо большое. Всего успехов вам. С началом учебного года. Илья, я хочу добавить от тебя, да, Вот. непосредственно кружится в этом направлении в образовании, да, то, что ежегодно школа Илларионова показывает очень хорошие результаты в таких соревнованиях, как World Skills. Да, мы знаем, то, что это соревнования очень престижные, и это соревнования профмастерства. И сейчас Алексей как-то в силу своей скромности, или что он промолчал про этот момент, но они занимают призовые места. За что ребятам отдельное спасибо, и это показатель того, что их школа очень эффективная и хорошо двигается. Так, немножко инфраструктуры здания. Тут у нас на каждом этаже организованы такие зоны отдыха для резидентов. И сейчас мы идем с вами наверх. Да, еще я хотела сказать, да, то, что почему вообще IT-парк, почему появилась такая идея. Хорошо слышно, да? Просто мы сейчас на лестнице. Да, пропадаете, ничего страшного. У нас опять прервалась связь. Ага, сейчас слышно. Слышно, да?
Да, слышно, Лилия. Ага. Почему вообще появилась идея открыть парк и начать развивать информационные технологии? Потому что, как мы все с вами знаем, у нас сейчас ну, такая тенденция, да, то, что все, ну, не только наша страна, вообще в целом по миру, тенденция это, что уходим от сырьевой экономики как раз-таки в цифровую экономику. Это очень перспективно считается сейчас, и нет ограничений в плане географии. Так вот, у нас, да, IT-парк, он ориентирован на развитие экспортных, ну, то есть продуктов, которые рассчитаны на экспорт. То есть здесь ребята вообще никак не ограничены географией, а то, что они делают, вообще без каких-либо проблем. И вот сейчас мы с вами пойдем тоже к нашим резидентам, компания Той, и они, собственно, это очень удачно практикуют и своим примером доказывают. Можно что-то, создавая в Якутске, успешно продавать на западный рынок. Америка и другие англоговорящие страны, то есть они... Вот, Лилия, вы сейчас пропали, но думаем, что По это сути, история. Да, Не по только... сути, это студия, да, 3D-графики. Ага. Здравствуйте. Да, 3D-графики. К сожалению, сейчас здесь нет основателей, но я вам примерно покажу, расскажу, чем они занимаются. В общем, вот это 3D-моделирование, правильно я говорю, да? Да, и вот на основе вот этого они, получается, отливают на 3D-принтере вот такие вот фигурки. Видно вам? Да, мы все видим очень хорошо. Вот. Это коллекционные фигурки, собственно, которые заказывают, ну, определенный сегмент людей, да, которые интересны какие-то игры или там какие-то фильмы, да, и они вот заказывают для своих коллекций такое. Здорово. Вот. Это сидя в Якутске, Так да? что ребята, конечно, нашли очень крутую. Да, сидя вот здесь в маленьком кабинетике. Сколько у вас человек, команда? 4. 4 человека. Всего 4 человека. Вот. Такие вот красивые фигурки делают. Угу. Все, спасибо большое. Да, спасибо, все, до свидания. Лилия, как сказать, самые скромные Вот. айтишники любят помолчать, делать, наверное, да? Интервью не любят давать айтишники. Скромный народ. Ну, вообще, да, и мне даже об этом говорили, когда я устраивала сюда на работу. Вас сейчас плохо слышно, да, и мы, как люди, которые, ну, знаем изнутри, что там делается, люди, которые делают, разрабатывают модели, они любят молчать, но при этом делать. И сейчас тенденция такая, то, Что-то со связью. да, немножко пропадаете. Ага. Все, связь появилась. Что-то рассказывали, да? Да, Нет. я просто отвечала на вопрос, насколько айтишники общительные или нет. Я говорю, я не наблюдаю, в принципе, такого, что там сложно установить контакт или что-то. Все очень открытые, и самое интересное, вот на мой взгляд, вот ребята вообще мыслят совершенно в других масштабах. То есть это те люди, которые, ну вот опять-таки, без границ, можно так сказать, да, то есть они не ограничены, они реализуются не только там в какой-то своей плоскости, там дом, работа, ипотека, там госбюджетная работа там и так далее, да, то есть, во-первых, это предприниматели, это уже, ну, такого своего рода такой слой современный, очень перспективные ребята, которые всегда развиваются. Во-вторых, это айтишники, ну, то есть как бы IT-сфера. Она, кстати, сейчас, я почитала сегодня исследование HeadHunter, очень привлекательна для соискателей. То есть очень, то есть после там какой-то добывающей нефтегазовой отрасли на втором месте IT. Ну, люди стараются найти работу в этой сфере сейчас. Так, хотела вам... Мы сейчас на 5-м уже, да? Так, давайте сейчас тогда поднимемся на 6-й этаж. Сейчас мы будем на лестнице, тоже можем пропасть. Хорошо. И да, ребята очень открытые, они много рассказывают. И вот, возвращаясь к школе, IT-школе Ларионова, мы хотим рассказать о том, что
у них там еще преподаются помимо основных дисциплин, которые вот 3D-моделирование, там инжиниринговые, графический дизайн. Алексей учит детей быть работать в команде, собирать свою команду. И когда мы в прошлом году у него были, он рассказывал то, как он делится своим опытом создания вот в IT-сфере команды, которые будут разрабатывать очень хорошие детальные вещи. Лилия, вам слово, вы, видимо, подключились. Да, мы уже на 6-м этаже. Значит, Сатурн, 6-й этаж. Здесь я вам хочу показать актовый зал. То есть помимо... Что вообще получают резиденты, находясь здесь у нас, да? Это несколько разных лабораторий. Здесь есть студия звукозаписи, есть студия motion capture, есть обычная студия, где можно снимать фото, видео. Вот, актовый зал. Здесь у нас проходят какие-то брифинги, встречи, круглые столы. Ну, в общем, и этот зал тоже в доступе у резидентов. Тут можно провести какое-то свое такое полуофициальное или официальное мероприятие. Тоже все оборудовано по последним техническим, скажем так, по техническим трендам. Здесь даже есть такой тачпэд, который я вот, честно, не знаю, каким пользоваться, но, короче, на нем рисуют как аналог доски, да, но электронный. Вот. То есть все собрания можно сейчас, если я стану резидентом, можно проводить в актовом зале, собирать друзей, да, там разговаривать, мозговые штурмы и так далее, новые какие-то штучки. Да, помимо этого еще есть небольшая переговорная. Так, ну мы ее уже мимо прошли. Да, переговорная, там она как бы поменьше и такая менее официальная. И еще хотела вам показать кухни, то есть каждый этаж у нас оборудован кухней для резидентов. Самое любимое место. Кофе. Да, такое пространство. Здесь получается вот гарнитур, мойка. Обычно тут еще на всех этажах стоят микроволновки и кофемашины, но так как сейчас кухни закрыты в связи с пандемией, да, оборудование не в полном комплекте. Извините, что перебиваю. Можете, пожалуйста, спросить у нашего Семена, задаются ли вопросы в Инстаграм-канале, есть ли зрители? Пусть он немножко прокомментирует. Да, есть ли зрители, задают ли вопросы в Инстаграме? Вопросов нет, говорит, но зрители есть. И они смотрят, да, потому что Лилия нас завораживает своей красотой и очаровывает, и рассказывает. Ой, спасибо. Да, спасибо. И прямо приятно вас слышать, наблюдать за вами. Ой, спасибо. Так, мы снова на лестницу. Супер. Я напоминаю, что у нас сегодня идет экскурсия по парку высоких технологий IT-парк Якутск вместе с Лилией Газизовой, ведущим экспертом IT-парка Якутск. И все интересующие вопросы, которые у вас возникают в ходе нашего экскурсии, вы можете задавать либо в чате, либо включив микрофон. Давайте сделаем такой интерактив. Вы можете сразу включить камеру, звук, и напрямую задавать вопросы, чтобы был сразу фидбэк, чтобы была обратная связь. Лилия, у вас связь появилась? Да, да, мы уже на 7-м этаже. Супер. Сейчас покажу, как здесь все выглядит. Я же вам хотела еще рассказать, вот на 6-м этаже у нас достаточно такое большое пространство занимает компания Fantastic, наверняка многие из вас знают, это разработчики очень популярной компьютерной игры. Я, к сожалению, тоже не особо в теме, не помню, как она называется, но Fantastic наверняка многие из вас слышали. Это, можно сказать, вторая по счету компания, которая производит компьютерные игры после Майтоны. Вот. Очень такие крутые ребята, они занимают целую рекреацию здесь, но большинство сейчас, конечно же, работает на удаленке. Кстати, вот для айтишников реально тема удаленки — это не будущее, а уже давно такое настоящее и давно уже нормальное. То есть когда закрыли на карантин, да, режим самоизоляции начался, в сфере IT этот переход был не таким уж стрессовым. Конечно. Сейчас мимо прошла я. Очень красивый кабинет, сейчас вам покажу. Здравствуйте. Познакомлю вас с Кириллом.
Вот. Ой, секунду. Вот так. Так, это у нас ООО «Информационные технологии САХА», называется компания. Очень красивый, оборудованный, классный кабинет вот с таким аквариумом. И вот один из основателей компании Кирилл Комков. Да, расскажи, пожалуйста, чем вы занимаетесь. Мы занимаемся проектом агрегатор пассажирских перевозок. Хотим сделать наш мир проще. Могу рассказать подробнее. На сегодняшний день мы реализовали возможность продавать билеты на речку, да, как мы называем, то есть на речной транспорт. Сегодня у нас есть возможность, значит, купить билет в Самгар, висит в Алекминск, все прилежащие, значит, пункты по дороге, да, Ленск и Ленск-Витиль, Передуй, туда-обратно. Вот. Это речные перевозки. Да, сейчас это, значит, возможность есть, да, онлайн можно купить без проблем. Этого не было, мы первые в республике, ну и что говорить, как выяснилось, и в России тоже. Это приложение Гарс, да? Да, Гарс, речные перевозки. Ага. Я думаю, что ссылочку мы дадим, так, чтобы было Потом у нас сейчас работает, значит, сейчас скажу, покажу наш рабочий вариант. Программа, которую мы разрабатываем, уже разработали, значит, у нас она работает пока в тестовом режиме. А сколько человек, вот Кирилл вчера мне рассказывал, что сколько-то человек уже воспользовалось вашим приложением, да, и купили билеты онлайн. То есть это билеты на речной транспорт, который можно купить онлайн, да? Да. Вот у ребят агрегатор. Да, агрегатор. Да. Ну, я вот сейчас все потихоньку расскажу. Значит, вот это наше приложение, которое называется Гарс. Здесь мы можем выбрать пункт отправления, пункт назначения, выбрать дату, например, это из Якутска в Алекминск, да, выбираем здесь необходимую дату, то есть, из возможных, соответственно, да, в принципе, каждый день туда ходят сюда пароходы. И он показывает рейсы. Да, он, конечно, он показывает, то есть мы выбрали, узнаем цены, переходим, значит, на следующую страницу, где уже проходим, как сказать, к оплате. К оплате. Да, сейчас, секундочку. А что они предъявляют, когда они заходят на теплоход? Какой-то QR-код? Нет, как сказать, у них маршрутная квитанция, да, которую они распечатывают. Якутск, так, сейчас я тут выбрал просто не тот Якутск, выбираем Якутск, например, да, вот Якутск, 300, на 15 сентября, вторник. Узнаем цены. Нету активных. Почему? Потому что это было... то есть он, видимо, уже ушел. На сегодня, да? Да. Может, на завтра есть, тогда? Да. Как уехать в Алекминск называется? Да, в Алекминск. Давайте 16-го поедем, то есть завтра. Ну вот, пожалуйста, в 6 часов, значит, отходит судно из Якутска, в 8 часов оно будет в Алекминске, стоит до 6,5 тысяч рублей. И да, нажимаем «Купить» и переходим к стандартной процедуре идентификации, где указываем паспортные данные пассажиров, дополнительных, если вот дети, например, или еще. То есть, в общем, у нас также есть сайт рабочий, да, вот, тоже на сайте. Гарс ЕПТ, да? Да, на сайте тоже можно. И получается, вот из этого проекта у вас родился другой, теперь вы делаете агрегатор, который вообще все виды транспорта по Якутии связывает, да? В следующем мы хотим принять участие в развитии транспортной сети республики, да, то есть внести свой вклад. Мы хотим добавить к этой возможности приобретать онлайн билеты по реке, добавить еще значит, железнодорожные перевозки и автомобильные, автобусные. Суть будет такая, например, я хочу тот же в Алекминск, допустим, в Неринге, из Якутска в Неринге хочу добраться, я, значит, выбираю Якутское Неринге, и он мне предлагает различные варианты, значит, каким образом это можно сделать. Сортирует их по стоимости,
по времени и человек, ну, то есть юзер. По длительности, да. Ну, да, по времени значит, маршрута и по стоимости. И, значит, более того, мы хотим как бы совместить это с туризмом, да, чтобы можно было и продавать туры. И сегодня я хотел показать вам нашу такую разработку, которая сейчас она не рабочая, но смысл такой, что можно приобретать речные туры, да, круизы. Например, вот, на Ленинские столбы. Вот, проходим на сайт, у нас тоже действует приложение, например, выбираем там количество пассажиров, ну, из доступных дат, да, переходим, значит, к выбору. Вот у Лена Турфлота такого не было, кстати. Нет, если зайти на сайт Лена Турфлота, там не будет показана схема теплохода, и уж тем более совершенно фото. Верно. Здесь вы выбираете по описанию. Даже каюту можно посмотреть изнутри. Очень удобно. Да, то есть вы выбираете прям конкретная каюта с конкретным номером. То есть достаточно очень наглядно. Ну и далее, значит, после выбора вы переходите к выбору способа питания, они там различные, только завтраки, А когда запуск планируете? Мы планируем в мае следующего года запуститься. Сейчас наша агрегатор разработки. Пока все. А сколько человек у вас команда? Вообще у нас основной состав это нас двое, но у нас еще разработчики, пока они у нас не в штате, но вот, пытаемся. А сколько разработчиков работает над этим? Двое, да? Понятно. Хорошо, спасибо, Кирилл. Нет, что. Удачи вам. Еще раз красивый аквариум. Я только ради аквариума готова сюда заходить. Очень успокаивает. Так. Я с вами снова. Я хотела задать вопрос Кириллу, ну ладно, потом задам как-нибудь. Можем задать. Да, там хотела спросить, какова вовлеченность, ну, мы же делаем пользу для народа, и через кого они функционируют, допустим, знаем, что там проблема реальная стоит с билетами в Алекминский район, и я как человек, который ни разу там... Да, конечно. Да, Кирилл, можно вопрос задать? Сейчас, секунду, включу связь, секунду, вопрос поступил, сейчас. Ага. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а с кем вы функционируете из местной администрации, допустим, того же Алекминского района? Кто вам помогает там тиражировать среди народа, чтобы народ знал о том, что можно вот зайти в приложение и сразу заказать билеты? Кто вам ну, сейчас мы не занимаемся как таковым продвижением, да, такой возможности, то есть нашего приложения. Сейчас в кассах приобретается. У нас касса в Алекминске есть. У нас есть диспетчеризация, помимо всего того, что мы делаем, то есть это все наша компания занимается. Значит, ну и, конечно, реклама. В следующем году мы планируем перейти полностью на продажу, значит, онлайн, ну, максимально закрыть кассы существующие стационарные, да, учитывая ситуацию с пандемией в стране, я думаю, что это очень актуально. И в следующем году будет, да. Поэтому с администрацией, к сожалению, у нас никаких таких, так сказать, недоговоренностей, никаких, так сказать, значит, мы не общаемся по этому поводу. Но я думаю, что нас заметят, как бы не стремимся к этому, потому что самое главное для нас это все-таки не контакты с администрацией, а удобство для людей. Конечно, конечно, но при этом возможно такое, что кто-то действительно, человек, который нуждается, он не знает про это, поэтому предлагаю все-таки потом отдельно встретиться. И у нас сейчас работа с муниципалитетами ведется, да, и на платформе OneClick возможно разместить информацию. Это будет очень отлично, удобно. Отлично, да. Хорошо, спасибо большое, обязательно продолжим общение. Да. Так, я возвращаюсь. Как в одном здании сидите, до сих пор не знаете друг о друге? Мы знаем друг о друге, но все равно там в ходе беседы рождаются какие-то новые идеи, предложения, с которыми... Да. Так, ребята Эсфераль сегодня хотели показаться, но их сейчас пока еще нет. Расскажу коротко, компания Эсфераль чем занимается. Они сейчас разрабатывают платформу для онкоцентра республиканского. Это такая платформа, где человек может пройти такой предварительный тест онкопоиск.saha.rf.
уже сейчас в тестовом режиме работает сайт, и там можно пройти тест на определение рисков, есть ли у человека риск заболеть онкологией или его нет. И по итогам этого теста платформа, ну, получается, распознает результаты, и там вам либо будет рекомендовано пройти дальнейшее обследование, да, либо будет понятно, что рисков нет, все нормально. Вот, даже сейчас, уже сегодня можно уже зайти на этот сайт, пройти тест. Кстати, в тестовом режиме работает только для людей от 40 лет, пока что вот так. Вот, но в дальнейшем они, конечно, планируют все это развивать, сделать более таким адаптивным, чтобы каждый мог пройти тест и работать не только с республикой, но и на всю страну. Очень полезный проект. Можно, пожалуйста, еще наименование сайта? Я в чате напишу, чтобы наши зрители потом посмотрели. Да. Связь пропадает, но... Онкопоиск, да? Так. Думаю, сейчас мы увидим не менее интересных наших резидентов, которые расскажут нам о своих разработках, и все делается для того, чтобы облегчить и развить жизнь в нашем регионе, не только, да, для того, чтобы была польза народу, и для того, чтобы народ узнал про все эти вещи, нам надо тиражировать. Ага. Лилия, можно, пожалуйста, повторить наименование сайта, где можно зайти? Микрофон включите, пожалуйста. Ой. Ага. Алло. oncopoisk.saha.rf. Спасибо, хорошо. Угу. Так, сейчас вот мы зашли тоже в рекреацию на 7-м этаже, и здесь, там плохая связь, просто я вам хотела показать. Мы сейчас прошли венчурную компанию «Якутия». Они тоже располагаются здесь у нас. И совместно с этой компанией у IT-парка есть свой акселератор B8, который поддерживает разные стартапы, разные идеи на конкурсной основе. И чем этот акселератор хорош? Да? Во-первых, это единственный на Дальнем Востоке акселератор технологичных проектов, да. Во-вторых, они рассматривают проекты даже на этапе идеи. То есть у человека даже может не быть фирмы, там, команды и стартапа, а может быть просто идея. Вот. И завтра у нас будет венчурная компания в гостях. Вот, отлично, они нам подробнее расскажут. Ну, в общем, в этом плане очень хорошо поддерживает и Министерство инноваций, и сам Анатолий Аскалоныч, ну, это прям вообще наш человек, который пробивает дорогу технологиям в нашей республике. Сейчас мы с вами зайдем к ребятам с компании Skillometer. Так, я отключу наушники. Привет. Привет. Это Сергей Баишев, Роза. У них, значит, приложение Skillometer. Приложение или платформа? Как правильно? Платформа. Правильно будет платформа. Платформа, да. Skillometer. И давайте вот Сергей сам сейчас расскажет, что это такое. Это снять, да? Привет. Ага, привет. Рассказывать буду я. Отлично. У нас мобильное приложение для тех, кто хочет учиться сбалансированно. Вот у нас, получается, есть колесо баланса, в нем есть сектора развития, и курсы образовательно распределены по этим секторам. Кроме того, у нас еще есть на нашем приложении такая интересная возможность, как участие в фестивалях и образовательных мероприятиях. Вы, наверное, слышали о том, что 12-12 сентября в Якутске и в Якутии проходил фестиваль «Руками». Это часть международного фестиваля, в ходе которого более 70 мастер-классов было загружено на наше приложение в левой вкладке «Фестиваль руками». Эти мастер-классы сейчас доступны, они уникальны, очень интересны, и там можно познакомиться с тем, что сейчас происходит в мире, что делают дети, которые изучают профессии будущего. Интересно. А у вас еще недавно был результат, да? Сколько-то тысяч скачиваний приложения? Да, можно поздравить. Сколько? За последние, он Сергей показывает, 7
7 тысяч скачиваний, это 7 за тысяч период скачиваний. фестиваля, да. Да, 7 тысяч раз скачали приложение Skillometer. Расскажите, вот что еще, получается, у вас там, насколько я помню, располагаются онлайн-курсы, то есть вы делаете также базу онлайн-образовательную, да, и что вообще может получить ребенок, родитель или даже взрослый человек, пользуясь вашим приложением? Вы можете получить знания о том, во-первых, какие актуальные курсы, в каких кружках сейчас, секциях, курсах образовательных, любые варианты, да, потому что это 7 секторов колеса баланса. Актуальная информация, информация об мероприятиях, которые будут во вкладке мероприятия, да, афиша. И вы можете, когда вы включаетесь к какому-то определенному курсу, вы получаете видео, материалы, и когда курс проходит, вы получаете результат. Этот результат идет в цифровое портфолио. Больше не нужно копить бумажки о ваших курсах огромными пачками. Теперь мы будем их цифровизировать. Угу. То есть это можно будет показать потом потенциальному работодателю, и он сможет сделать, да, какие-то выводы. Можно интегрировать. Ага, скажите, а как можно вот понять, насколько колесо, допустим, мое, равномерно? У вас там какое-то тестирование на начальном этапе или как это происходит? У нас есть тестирование, когда на приложение заходишь со стороны ребенка. Сейчас есть для подростков тестирование, которое упаковано профориентологом Валентиной Лукиной. Отлично. Оно определяет именно тип личности, потому что люди у нас все разные, и у них есть разные интересы, и, соответственно, им нужно подбирать. А со скольки лет это работает для подростков, например? Ну, осознанный подход к профориентированию у детей с 11 лет. Ага, то есть в 11 лет уже можно понять, какие склонности у ребенка и чем он будет заниматься увлеченно, скажем так, да? Склонности можно понять и раньше, и гораздо раньше, вот именно осознанный подход к движению к будущей профессии, практико-ориентированный подход, он возникает в этом возрасте, 11-12. Хорошо. Получается, ваше приложение уже функционирует, его можно уже сегодня скачать на App Store, да, и для iOS, и для Android, да? Да, App Store и Play Market. Все, спасибо большое, Роза, Сергей. Илья, вот сколько... Да? Наши зрители спрашивают ссылку, да, название приложения, но вы уже сказали то, что Skillometer, да, и, допустим, возможно, будут онлайн-школы, которые захотят включиться в состав Skillometer. Как им выйти на связь? Мы можем отправить нашим зрителям номера Розы. У нас есть сайт skillometer.ru, там есть «Стать партнером», «Добро пожаловать», там же есть внизу все наши телефоны, skillometer.ru. Можете набрать, вот, навести на камеру на наш логотип. .ru. Хорошо, надеюсь, видно. Хорошо, спасибо. Ну все, удачи вам, успехов, поздравляем еще раз с большим количеством скачиваний. Так, показываю. Пока. Мы сейчас на каком этаже находимся? Мы находимся сейчас на 7-м этаже. Вот здесь же располагается венчурная компания. Тут B8 акселератор также имеет свои пространства. Надеюсь, меня сейчас слышно? Да, мы вас слышим, вот, Лилия. Да, их логотип Бизон. Супер. Завтра венчурная компания так, расскажет, расскажут сами. Сейчас мы поднимемся, собственно, на 8-й этаж. Там располагается администрация технопарка, ну, то есть тот коллектив, который обеспечивает функционирование всей организации, да, работает с резидентами, организовывает различные мероприятия для резидентов и также помогает привлекать инвестиции. Вот, ну, административный, скажем так, ресурс.
Так, мы сейчас снова на лестницу. Хорошо, я продолжу тогда. Как раз-таки мы сейчас были у ребят, которые разработали приложение, платформу Skillometer, да, и недавно у нас был федеральный фестиваль руками по линии Национальной технологической инициативы «Кружковое движение», и ребята показали очень хороший уровень, когда у всех детей Республики Саха-Якутия была возможность зайти в онлайн-режиме и понаблюдать за теми мастер-классами, которые у нас проходят здесь, в Якутске, да? Не только в Якутске. И это история про то, что у нас стираются рамки и начинается там, сидишь ты в Арктическом районе, неважно где, ты становишься участником вот всероссийского масштабного мероприятия, которое организован, да? И за что огромное спасибо ребятам, и те, кто у нас задавал вопросы, можете стать либо партнерами, либо участниками этого приложения. Спасибо, Лилия, вам слово, да? Да, вот мы на 8 этаже, как я сказала, администрация технопарка, IT-парка. И сейчас я вас познакомлю с директором, с руководителем технопарка Якутия Петром Петровичем Габышевым. Он сам еще немножко расскажет. Нам, кстати, очень повезло, что мы его застали. Супер, Петр Петрович. Да. Сейчас, секунду. Здравствуйте, можно? Так, я отключаю наушники и переключаю камеру. Так, Петр Петрович, слышно нас хорошо? Да, мы вас слышим, Лилия, здорово, хорошо. Давайте, наверное, я вот так лучше переключу, чтобы видно было. Петр Петрович Габышев, да, руководитель технопарка Якутия. Ну, мы сейчас находимся в моем кабинете, здесь мы проводим совещания, планировки с коллегами. Не знаю, где вы уже были, в общем, в IT-парке много помещений разных, вкусных, хороших. Красивых, ага. Чуть-чуть об истории технопарка, о том, как это все создавалось. Ну, как... Технопарк Якутия уже работает больше 8 лет. IT-парку 1,5 года, и идея создания IT-парка у нас появилась практически сразу же после создания технопарка. То есть мы понимали, что айтишники, нужна другая атмосфера, другие помещения, отдельные лаборатории в центре города. Вот, и эта работа планомерно велась эти годы, и вот буквально там, в 2018 году мы только смогли это реализовать с приходом Василия Сергеевича. Вот, все это полетело быстрее, и нам помещение СФУ передало бесплатно. Вот, работаем. А какие дальнейшие планы развития? Дальнейшие планы — это биоцентр. Мы сейчас понимаем, что у нас еще вторая отрасль — это биотехнологии. То есть там тоже много компаний, много стартапов. Им тоже нужны отдельные условия, чистые комнаты там, по GMP, нужен виварий, нужно делать исследования клинические. Вот мы сейчас работали над созданием биоцентра. Надеемся, что в ближайшие 2-3 года у нас это получится сделать. Круто, круто. Есть какие-то вопросы, может быть, Петру Петровичу? В Инстаграме нет вопросов? В Инстаграме нет. Или Виктория, у вас? Да, у меня тут спрашивали адрес, где находится парк, и мы ответили то, что на Ленина 1, и, в принципе, можно зайти на сайт, узнать, как стать, спрашивают наши зрители, скорее всего, как стать резидентом парка. Да, на сайте технопарка можно всю информацию получить, там есть простая форма заявки. Если у вас есть какие-то проекты, идеи, мысли, пожалуйста, приходите, мы вас всех ждем. Мы единственный технопарк в России, который принимает стартапы на стадии идеи. То есть просто идея, мы вам поможем создать юрлицо, покажем, как что нужно сделать, где привлечь деньги, там, найти инвесторов, запатентовать вашу идею. То есть мы помогаем вообще с нуля. Поэтому если у вас есть идеи, вы инициативный такой молодой человек, там, девушка, парень, неважно, приходите к нам в технопарк, будем всех разных. Даже не имея команды. Даже не имея команды, да. Мы проводим мероприятия, и вы на этих мероприятиях вы можете найти какую-то свою команду, влиться в какую-то, может, команду существующую уже. То есть все возможно. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Ну все, до свидания, Петр Петрович. Я возвращаюсь. Так, в принципе, сейчас, секундочку, включу микрофон. Экскурсия подходит к концу. Надеюсь, сегодня вы узнали много нового и закрыли какие-то вопросы, которые у вас существовали про IT-парк и технопарк, и о том, что здесь вообще происходит, чем здесь занимаются люди, и как все это выглядит. Может быть, напоследок какие-то вопросы?
Тут в комментариях в чате пишут, что классно получилась экскурсия, благодарят, и мы, в свою очередь, если нет вопросов, наверное, будут... Смотрите, если возникнут вопросы после записи, либо не в онлайне, вы можете напрямую писать либо в direct.kipenia, либо на страничку IT-парка, мы передадим обязательно эту информацию тем, кто может ответить. Сегодня мы благодарим Лилию за то, что уделили нам время и показали изнутри, что делается и как развивается IT-парк, парк высоких технологий, IT-парк. Спасибо. Я тоже, в свою очередь, хочу поблагодарить всех за уделенное время, за ваше внимание. И да, чуть не забыла, подписывайтесь на Instagram IT-парка, itpark.ekt. Там мы выкладываем все актуальные новости о мероприятиях, пишем о наших резидентах и другие новости IT-технологий. Подписывайтесь, приходите, реализуйте свои проекты. И если среди вас есть люди, у которых действительно есть интересные идеи, то мы вас ждем. Наши двери всегда открыты. Спасибо. Спасибо большое, Лилия. Напоминаем, что у нас сегодня была экскурсия. И продолжается серия, цикл онлайн-мероприятий, приуроченных ко дню рождения точки кипения Якутск. Нам 2 года. С днем рождения, точка! Смотрим на лидере ID, регистрируемся, подписываемся тоже на наш аккаунт в Инстаграме и смотрим за анонсом, какие у нас мероприятия. С днем рождения! Спасибо, Сардана. Мы обязательно читаем те комментарии, которые вы нам пишете. Присоединяйтесь, будьте с нами, и мы вас всех благодарим. Спасибо. До встречи. Все, пока-пока.